Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, благословение и приветствие посланнику Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, его семейству, сподвижникам и всем единоверцам. После этого мир вам, милость Аллаха и его благословение. Уважаемые братья и сестры мусульмане, соотечественники, сегодня мы, с позволения Аллаха, поговорим об одном хадисе посланника Всевышнего. Да благословит Аллах и приветствует. Он говорит в своем достоверном хадисе: каждый раб Аллаха будет воскрешен в том состоянии, в каком встретит смерть. Если хорошо поразмыслить над значением этого хадиса, то приходишь на мысль, каким же прекрасным должен быть наш конец. Наша кончина, наша смерть — это то место, то состояние, переходя которого мы становимся ближе к нашему Творцу. Так каким же прекрасным оно должно быть у верующего в поклонении. Он не должен быть угнетателем, обманывающим людей, уклоняющимся от совершения намаза, пренебрежительным к обучению знаний, погрязшим в грехах. Почему? Потому что в каком состоянии он находился до смерти, каким был его образ жизни, как он жил, в этом же состоянии в судный день его и будут воскрешать. Ученые говорят, что в этот день люди будут воскрешены в обличии обезьян, свиней, в обществе иудеев, христиан, безбожников. Да упасет нас от этого Аллах. Также есть другой хадис. Посланник Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто уподобился какому-либо народу, тот из них». То есть тот, кто берет пример от них, старается быть похожим на них, то он из их числа. Если подумать, человек, который грешит, и человек, который берет от него пример в этом грехе, проявляя симпатию к нему, радуясь ему, они же одинаковы, потому что шариат нам не разрешает быть довольным тому, чему недоволен Всевышний. Не разрешено быть довольным тому, что в шариате является неразрешенным. Другой это совершает или ты, нет разницы. Никто не имеет права на разрешение запретного. Предположим, человек прожил 100 лет в этом мире. 99 лет он был покорным Аллаху рабом, соблюдая запреты и предписания. Однако в последний год своей жизни он резко стал плохим человеком, начал притеснять людей, перестал молиться и обращаться с мольбами к Всевышнему. Этому человеку, чем умереть в таком состоянии, лучше 99 лет прожить в грехах, а в оставшиеся годы своей жизни измениться к лучшему и стать богобоязненным рабом, потому что Всевышний смотрит на конечные дела своих творений. Посланник Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, дела оцениваются по их окончанию». У многих начало бывает хорошим, говоря: «Я в детстве изучал Коран, а теперь забыл. В детстве я совершал намаз, а теперь не хватает воли. В детстве я ходил в медресе, изучал науки, а теперь все оставил». Действительно, начало у него хорошее, однако середина плохая и конец неизвестен. Главное предназначение людей — служить довольству Всевышнего. Ни ваше богатство, ни ваши дети не приблизят вас к нам. Близки к нам те, которые уверовали и совершали добрые деяния. Именно им будет воздано многократно за то, что они сделали, и будут они почивать в высших покоях. Уважаемый брат, сестра, жизнь твоя должна проходить, стараясь быть ближе к Аллаху, почаще обращаться с мольбами, совершать намаз, поклоняться, придерживаться богобоязненных людей, искать религиозные знания. Твоя работа, твои мирские дела, твое богатство не помеха. Если у тебя связь со своим Творцом не прерывается, если ты его не забываешь, а если все это заставляет тебя забыть Аллаха и его посланника, то благословит Аллах и приветствует, отвернуться от них, то все мирское становится в ущерб твоей доли в ахирате. Если ты покинешь этот мир в таком нехорошем состоянии, то в судный день будешь воскрешен с подобными себе. Любовь к Аллаху помогает людям исцеляться от болезни, найти в себе силы жить, несмотря на болезнь, и в конце концов умереть с верой, надеждой на награду после смерти.
Мы же не знаем, когда мы умрем, когда наступит этот миг. Поэтому человек должен рассуждать так. Говорят, что Аллах и его посланник, да благословит Аллах и приветствует, предупреждают, что человека будут воскрешать на том, на чем закончилась его жизнь. Если он был грешником, то он в судный день будет воскрешен грешником, злодей злодеем, смутьян смутьяном, пьяница пьяницей, старавшийся быть похожим на иудеев с иудеями, подражавший безбожникам с безбожниками, да убережет нас Аллах от этого. И поэтому мы должны понимать, что Всевышнему важны не наши красивые имена, мусульманин, му'мин и так далее, а то, какими деяниями мы заняты, какова наша речь, о чем беспокоятся наши сердца. Всевышний говорит в Коране, что никто не знает, когда и где наступит его смерть. Она может прийти внезапно, в любую минуту. И поэтому раб Аллаха должен быть готовым к этому, совершая намаз и благие деяния, проводя время в поклонении. А если он был занят грехами, то должен, каясь, оставлять их, если не сразу, то хотя бы раз за разом. И если его приближение к смерти будет в таком виде, то он умрет и будет воскрешен в числе покорных рабов Аллаха. Сегодня многие мусульмане стараются быть похожими на других, лишь только бы не были похожими на себя, в одежде, в поведении. И чем все это закончится, если они внезапно на этом умрут? Они явятся в судный день с теми, на кого они так старались походить. Да убережет нас от этого Аллах. Поэтому, если родители сострадательны к своим детям, действительно желают им благого в обоих мирах, они обязаны воспитывать их в соответствии с мусульманскими канонами и обычаями. Ученые и алимы, авлия и даже пророки в своих мольбах всегда говорили: «О Аллах, даруй нам благой конец, сделай исход наш красивым». Об этом они думали, так как есть случаи, когда простые люди, а иногда и ученые и алимы, сбивались с истинного пути в начале, середине, конце. Такое случалось и во времена посланников Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, и в наше время не редкость. Иблис, да будет он проклят, над этим усердно работает, и у него это получается. Поэтому мусульманин не должен расслабляться, будучи уверенным, что у него все идет хорошо. Намаз совершаю, пост соблюдаю, религию изучаю, образ жизни соответствует ей. Однако Иблис ждет твою ошибку, и он может запросто воспользоваться ею. Твое расслабленное состояние говорит о том, что ты не боишься сбиться с верного пути, не переживаешь за себя, и что ты перестал молиться об этом, и это неправильно. Ведь дела же и состояния могут поменяться в любую минуту по воле Аллаха. Это все в его руках. Ислам не гарантирует человеку жизнь без страданий, но помогает их достойно пережить. Люди не могут прожить жизнь без горя, проблем и трудностей. Аллах обращается к верующим. Истинно мы испытываем и долей страха, и голодом, и убытками в имуществе, потерей людей и плодов. Ты возвести благую весть тем, кто терпеливо стоек в вере. Для мусульманина крайне важно, в каком состоянии он уйдет из этого мира, чем будет дополнено его сердце, привязанностями к этому миру или любовью к своему Создателю искренне верующего человека, когда он предстанет перед посланным Аллахом ангелом Азраилом. Посланник Аллаха, да благословит Аллах и приветствует, в достоверном хадисе сказал: «Перед наступлением судного дня появится фитна, смута, мрак. Проснувшийся с утра верующим, к вечеру станет неверующим, а бывший вечером верующим, к утру станет неверующим». Такое мы уже наблюдаем сегодня. Людей, которые были в числе мусульман, мы находим отвернувшимися от них или враждующими с ними. А тех, которые были неверующими, мы видим принимающими ислам. Обстоятельства меняются по воле Аллаха. Мы не знаем, к какому мы относимся,
с кем будем воскрешены в судный день, нам неизвестно. Какая дорога нас ждет, дорога в рай или в ад, нам неведомо. Если мы будем переживать за свое будущее, просить о хорошем конце, делать наставления друг другу, Аллах дарует нам это. Возвращаемся к хадису посланника Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, в котором он говорит, что каждый раб Аллаха будет воскрешен в том состоянии, в каком встретит смерть. Поэтому, если ты идешь по этой жизни, соблюдая религию, совершая намаз, вспоминая Аллаха, Его посланника, да благословит Аллах и приветствует, и вместе с этим занимаясь своим делом, накапливая дозволенным путем мирское, то на этом ты и покинешь этот мир, потому что Аллах дарует тебе кончину, соответствующую твоей земной жизни, так как ты прилагал усилия, стараясь достичь такого благого конца. И на этом же ты будешь воскрешен в судный день. К этому можно привести аналогию. Больному человеку делается наркоз, усыпающий его, и когда он просыпается, его действия бывают схожи с тем, чем он занимается по жизни. Известно, что человек аморального уклада жизни просыпается от наркоза соответствующими возгласами. Увлекающийся спортом пробуждается разговорами о спорте. Ученые-алимы или богобоязненные просыпаются поминанием Всевышнего, чтением Корана или салавата, или делая наставления. Это пример от Всевышнего для нас, чтобы мы размышляли. Таким образом, проведешь жизнь в грехах, проснешься в судный день с грехами и в глубоком сожалении, а проведешь ее праведно, не минует тебя в тот день милость Аллаха. В завершении молим Всевышнего, чтобы Он даровал всем покорным рабам Своим, всей мусульманской умме, праведную жизнь, счастливый конец и благое начало вечной жизни.